Уи алахәын Аԥснапыза министр Беслан Барцыци ихаҭыԥуааи аминистрцәеи Урыстәыла аиҳабыра рхантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Александр Хлапонини Нхыҵ-Кавказтәи аусқәа рзы Урыстәылатәи аминистр Лев Кузнецови аделегациа лахәылацәеи аилацәажәара аартуа Рауль Ҳаџьымба иҳәеит аиҳабыра бжьаратә комиссиа иабзоураны Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара асоциал-экономикатә усеицура амҽхак аҽшарҭбаауа. Реализация тех мероприятий, которые предусмотрены инвестпрограммой, активно прорабатываются, и значительная часть мероприятий, которая была предусмотрена на этот год, выполняется. Мы благодарны российской стороне за то, что такое внимание уделяется Абхазии, и все те мероприятия, которые предусмотрены к следующему году, будут также активно реализовываться. Хотел бы отметить, да, эти мероприятия, конечно, важны, и они способствуют становлению нашей экономики, развитию социальной сферы. Но на перспективу, если это будет таким образом возможно, решать задачи, направленные на более узкие направления деятельности, целевые программы, которые позволили бы активизировать наши усилия на задачи решения, связанные с темой курортологии. Абхазия является туристической, курортологической страной, у которой есть колоссальные ресурсы. Сегодня, насколько мне известно, в России нет практически реабилитационных центров, которые могли бы способствовать, предположим, становлению здоровья людей, которые могли бы активно заниматься этим процессом. Абхазия готова в этом направлении работать. И если такие возможности будут предоставлены, если такие решения будут приняты, я не сомневаюсь в том, что это было бы полезно для обоих государств. Тема, я думаю, подлежит обсуждению и с руководством Российской Федерации. Я смогу донести и надеюсь на эту поддержку. Но все то, что сегодня делается, несомненно, создает возможности роста нашей экономики. Очевидно то, что на сегодняшний день все те усилия, которые были предприняты за все эти годы после признания, создали условия для того, чтобы и бюджет маленькой этой страны нашей совершенно стал другим. Изменилась ситуация. Это дает тот мультипликативный эффект, который позволяет стране состояться. И все те мероприятия, которые должны быть реализованы к следующему году, позволят еще больше создать условий для того, чтобы это направление деятельности, эти усилия были бы положительным образом сказывающимися на наши экономические, бюджетные возможности. Урыстәыла аиҳабыра рхантәаҩы ихаҭыԥуаҩ аиҳабыра бжьаратә комиссиа ацхантәаҩы Александр Хлапонин иазгәеиҭеит аинвестициатә программа анагӡаразы мҽхакы ҭбаала аусурақәа шымҩаԥысуа. Я хочу вас заверить, что до правительственной комиссии вместе с Бесланом Константиновичем, с вашим правительством, у нас проделана огромная работа с точки зрения корректировки программы. Это итог некой большой совместной работы, которую мы время от времени подводим вместе с правительством Республики Абхазии. Поэтому я думаю, что у нас нет сегодня каких-то непонятных для нас вопросов, которые как бы требовали каких-то решений. Более того, в основах наших решений мы, безусловно, опираемся на те решения, которые были даны в виде поручений президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем после вашей совместной встречи. Поэтому, безусловно, все эти решения будут выполнены, и здесь вся полнота ответственности лежит на нас и на Беслана Константиновича с правительством, с кабинетом. Мы не видим никаких проблем. Я со своей стороны могу отметить, что этот год, 2017 год, уже мы даже налицо видим колоссальные изменения, которые происходят в республике, начиная от инфраструктурных объектов, социальных объектов. Объем ввода в эксплуатацию количества объектов, он действительно идет там семимильными шагами, и здесь, безусловно, качество работ значительно меняется. Это большая заслуга правительства республики, которое активно работает по всем этим направлениям. Около 85 объектов мы в этом году как бы завершим. Это действительно большой такой серьезный прорыв. Но еще раз говорю, что мы каждый раз, когда встречаемся в рамках правкомиссии, мы вроде как бы подводим итоги той работы, но уже всегда смотрим на перспективы и думаем о завтрашнем дне. У нас нет сомнений в том, что Республика Абхазия – это уникальная территория с уникальными возможностями. И действительно, как вы сказали, это развитие курортологии и то, что как бы
это возможно, и то, что республика должна занять важное место как бы, в международном пространстве именно в этом направлении, мы готовы в этом направлении сотрудничать и работать. Текущие вопросы, которые, скажем, у нас есть и по резервному фонду, я думаю, что мы это все сейчас обговорим, я не вижу никаких сомнений, тем более, что сегодня мне по дороге даже Беслан Константинович показывал те объекты реконструкции, которые были выполнены в значительном объеме и уже фундаментально, не лишь бы, как раньше это было, там дырки мы залатали, а это уже серьезные гидротехнические сооружения, которые не допустят в будущем вот такого рода как бы, чрезвычайных ситуаций. Поэтому я думаю, что все вопросы, которые здесь обозначены, у нас сегодня в повестке, мы их обговорим и будем двигаться дальше. Анайси мепсит айхабра вжарат комиссии айхабра хатарных через лахуз инарт баз айлатвара. Предстоит обсудить с вами ход реализации инвестиционной программы социально-экономического развития на 17-19 годы, а также текущее финансирование социально-экономического развития. Решение, которое мы с вами принимали на предыдущем 15-м заседании межправкомиссии в городе Москва в июне текущего года. Сегодня мы видим их успешную реализацию, подчеркивали это в ходе сегодняшней нашей встречи. Хочу отметить высокий уровень взаимодействия наших уполномоченных органов госуправления, наблюдается слаженная работа. Нет сомнений, что те лимиты текущего года, которые были определены в ходе предыдущей встречи, будут освоены в срок и качественно. Финансирование мероприятий текущего года началось фактически во втором полугодии текущего года. Связано было это со сдвижениями сроков 15-го заседания межправкомиссии, но тем не менее сегодня динамика работ дает все основания полагать, что те лимиты, те объемы, те мероприятия, которые мы с вами определили, с учетом тех корректировок, которые были обоюдно согласованы, все это будет выдержано в сроках. Хочу выразить благодарность Министерству по делам Северного Кавказа, администрации президента Российской Федерации и вашему секретариату за очень оперативную, слаженную работу с нашими структурами. Могу констатировать, что мы с вашими коллегами работаем в полном взаимопонимании, идет очень кропотливая работа. А то, что мы видим в республике, изменения происходят на глазах, объем и количество работ, которые в рамках инвестиционной программы, он значительно растет. В этом году уже 70 объектов у нас введено в эксплуатацию. Это достаточно большой показатель. Это школы, это и объекты инфраструктуры, дороги. Растут у нас и другие показатели, строятся школы, вводятся в эксплуатацию. Университет у нас как бы введен в эксплуатацию. Мы еще недавно совсем посещали площадку университета. И, конечно, это для молодежи очень качественный знак и возможность, скажем, реализовать себя в будущем, получив достаточно хорошее качественное образование. У нас с вами растет и взаимный поток людей, и пересекающих границу. Он уже там в этом году предварительно составил около 8 миллионов 300 тысяч человек. Удалось отладить и систему прохождения таможенного контроля, хотя, может быть, еще где-то у нас происходит иногда небольшие сбои. Это мы с вами в оперативном порядке будем решать. Апснапыза министри хатыпой, а финансовый министр Дмитрий Сериков дал отшаживать урстулопи, а финансхрара, а хархора шазвузату. А найвсаила отшаживара яцзад, а журналистша Алла Мурхзаква, а трухтана, а напа атравит, а псни урстулы рбжара, а социальная экономика тусей цуразы, а протокол. Мы обсудили целый ряд вопросов, которые касалось и реализации исполнения текущего года, лимитов текущего года в рамках инвестпрограммы 17-19. Прежде всего мы закрепили вопрос увеличения резервного фонда президента. Дополнительно порядка 150 миллионов будет направлено на резервный фонд президента, который пойдет на ликвидацию последствий чрезвычайных происшествий, которые произошло. Это и взрыв на складе боеприпасов, это и стихийные бедствия, и ряд других вопросов, которые были актуальны сегодня на повестке российско-абхазских отношений. По всем вопросам мы нашли полное взаимопонимание и поддержку со стороны российских коллег. Могу подтвердить, что со стороны Российской Федерации все обязательства, которые были взяты на себя в плане финансирования, были выполнены в полном объеме. Я могу сказать, что такого количества объектов, которые в рамках реализации программы в этом году введено, я думаю, что у нас давно мы так, скажем, эффективно и качественно не работали. Я хочу поблагодарить в лице Беслана Константиновича правительства Республики Абхазия за столь эффективную работу и активное взаимодействие. И с своей стороны еще раз хочу сказать, что
У нас же сегодня была и закрытая часть нашей встречи с президентом, и огромные слова благодарности Рубджунковичу действительно за то, что мы уже смотрим завтрашний день, и мы говорим, что да, мы говорим о том, что социальные объекты очень важны и будем заниматься, но мы уже приступаем к подготовке такой действительно серьезной программы, связанной с инвестицией уже в, скажем, в проекты. То есть наступает период, когда мы должны заниматься проектным финансированием и действительно создавать здесь, действительно привлекать инвестиции, создавать здесь инвестиционно привлекательную структуру. Для этого потребуется очень большая плодотворная работа наших команд. Я думаю, что мы с успехом с этой задачей справимся. Дауринов Шпалык Сагуха Михаил Братухин Апсвати Лихопшра.